Коротко, 5 минут о нашей детстве. Мы послевоенные люди. Нам пришлось нелегкой жизни прожить, конечно. Были и трудности, и холода, и голода, сказать можно. Но сейчас время такое. Спасибо всем сказать надо. Вот когда мы работали, начинали работать в Сельском совете, при КПСС мы работали, в районе отдельный исполком работал, жесткие времена были, проверяли, приехали из президиума проверять наши документации, часто были народные контроли. Здесь которые некоторые товарищи сидят, знают, как мы работали. Нам тоже нелегко было. Сессии часто проводили в Сельском совете. Там обсуждали актуальные вопросы. Все руководители колхоза, медсестры, продавцы, директора школы, все явились на сессии Сельского совета. И месяц-два раза проводили заседания. И колхозные вопросы там обсуждали. Присутствовал обязательно из района представитель. Первые секретари часто были. Но сказать, сейчас, конечно, компьютерный век. Может, еще хуже, труднее. Мы компьютер сейчас не понимаем, но мы все эти, через наши руки все эти документации вышли. Но прошлое не будем вспоминать, нам сегодня жить. Если хомут одел на шею, телегу надо тянуть, главам администрации по сельской и по району нелегкой, конечно, работать. Но один глава поселкового совета не может все вопросы решать. Надо помогать населению по благоустройству, по экологии, по чистоте кладбищ. Но чистить кладбищ не один сельсовет этот вопрос не может делать. Нам всем надо участвовать, помогать старым работникам, молодым учить. И что я хочу последним сказать. У нас школа прекрасная сейчас. Клубы какие, дороги какие, дома, сельские дома какие хорошие, но молодежь мало в селе, потому что молодым нет работы, уезжают, население постепенно снижается. Когда я работала, было около 3000 населения, я работала, а сейчас около 1000 нет, наверное, да? Вот, надо думать, население, все спускается. Благоустройство есть, конечно, но работы молодым нету. В заключение хочу всем поблагодарить, что и нам не забыли, старым уже 80-е шагнули. И всем хочу сказать, в вашем работе были только хорошие успехи, здоровья и благополучия.